Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Трагедия в Актау. На данный момент с родственниками пассажиров рейса Азербайджан Airlines работают психологи и сотрудники МЧС России по Чеченской Республике. Пассажирский авиарейс Баку-Грозный потерпел крушение, совершая аварийную посадку. Рамзан Кадыров провел расширенное совещание по подведению итогов года. Чеченская республика занимает движущее первое место по реализации проектов среди всех субъектов России. Что удалось сделать и какие планы на 2025 год в нашем выпуске. Незамедлительное решение. Спортивный зал станет значимым дополнением к инфраструктуре села. Селение Гилины благодаря обращению к вице-премьеру Айшат Кадыровой построит спортивный зал для любителей активного досуга. Сегодня в аэропорту казахстанского города Актау произошла страшная трагедия. Разбился лайнер, летевший из Баку в Грозный. Самолет принадлежал авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Что известно о причинах крушения, материал нашего корреспондента Турпала Тайсумова. Пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанских авиалиний направлялся из Баку в Грозный. Однако столица субъекта не смогла принять его из-за погодных условий. Он был направлен в Махачкалу, где тоже из-за тумана пилоту пришлось попросить разрешения на посадку в ближайшем аэропорту Казахстана. На подлете к городу Актау из-за возникших неисправностей лайнер совершил жесткую посадку. Она закончилась катастрофой. На борту находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 6 Казахстана, 3 Киргизии и 17 России. На место крушения незамедлительно выдвинулись силы МЧС Казахстана и доставили пострадавших в больницу. 32 из них уже не угрожает опасность, им оказывается необходимая медицинская помощь. Однако не обошлось без жертв. Соболезнования в связи с трагедией в своем телеграм-канале выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На данный момент с родственниками пассажиров рейса Азербайджан Airlines работают психологи и сотрудники МЧС России по Чеченской Республике. Они оказывают им помощь, чтобы облегчить их состояние. Кроме того, в Грозненском терминале присутствуют врачи скорой помощи на случай надобности. Слова поддержки пострадавшим, а также готовность помочь всем родственникам ушедших пассажиров выразил министр транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики Адам Черхигов. Называются различные сценарии крушения, среди которых неисправность самолета, а также возможное столкновение со стаей птиц. Мы все на данный момент в ожидании заключения экспертов по поводу произошедшего. Хочу выразить соболезнования семьям погибших в этой трагедии, а раненым желаю скорейшего выздоровления. Со своей стороны мы готовы оказать всем пострадавшим посильную помощь и поддержку. Как прокомментировали чрезвычайное происшествие региональные специалисты, оперативный штаб, развернутый в аэропорту Грозный, делает все возможное, чтобы находящиеся в зале ожидания люди получили самую оперативную информацию о состоянии здоровья их близких и родных. Они отметили, что по телефону горячей линии можно узнать все детали. Как получили сообщение, было дано указание главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. И мы здесь вот приехали, организовали штаб аэропорту, прям имени Ахмад Хаджи Кадырова. В данное время здесь работает с утра, с того времени, оперативно работают все службы, медицина катастроф, Министерство здравоохранения республики. Есть психологи, которые работают с родственниками пострадавших. Здесь собираем еще дальше информацию дополнительно. Мы сообщим. Есть тут создана горячая линия, телефон передаю 871 22 47 60. Некоторые друзья и родственники пассажиров смогли узнать радостные новости. У Икбала Байрамова в катастрофе чудом выжил и практически не пострадал племянник. Счастью мужчины и его семьи нет предела. Как вы узнали, что самолет упал, потерпел крушение? Ну вот так, по интернету, как все говорят, так узнали. Про друзей скажите, они сюда в гости летели или для чего? Ну да, гости летели, на несколько дней прилетит, хотел он сюда ко мне. Ну, ситуация такой. Сколько их было? Один человек мой был, друга, жена был, это теща. Ситуация такой. Иншаллах, нормально будет, все хорошо будет.
Оперативный штаб ведет тесную работу с коллегами из Казахстана. Родственники, находящиеся в терминале Грозненского аэропорта, продолжают получать всю информацию о состоянии здоровья близких и друзей. Взаимодействие с ними не прекращается ни на минуту. Вся информация обновляется ежечасно, контролируется работа. Непосредственно глава Чеченской Республики держит на пульсе данную ситуацию. Мы должны понимать, что глава Чеченской Республики сопереживает. И действительно, это боль для чеченского народа, для всех тех, кто пострадал. Это наша общая трагедия. Мы приносим соболезнования людям. Также непосредственно есть штаб Актау, который тоже работает. Нам наши коллеги сообщают, периодически обновляют информацию. Мы непосредственно на связи уполномоченным по правам человека Казахстана. Там работают специалисты. Ну и самое главное, представители нашей диаспоры, которые очень сильно нам помогают. Они по больницам работают, устанавливают личности, сбрасывают информацию. На данный момент следственные органы устанавливают причину авиакатастрофы. Не исключается и человеческий фактор. Департаментом полиции Казахстана возбуждено уголовное дело. Турпал, Алита Исумов, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. Рамзан Кадыров провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона за уходящий год. На повестку дня также был вынесен вопрос об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Заседание прошло в Грозном, в Доме правительства. В нем приняли участие Кабинет министров и руководители органов муниципального управления. Об итогах года в репортаже Медины Мударовой. Открывая встречу, глава тепло поприветствовал всех собравшихся. Это руководители различных министерств, ведомств и главы районов. 2024 был богат мероприятиями международного масштаба. Успехи были достигнуты в самых разных сферах уходящего года. Все это результат работы команды первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, говорит руководитель субъекта. Именно его деятельность повлияла на формирование современного облика региона. Об этом говорит весь мир. Сам президент страны назвал столицу республики российским чудом. Да, вы делаете Сегодня мы подводим итоги уходящего года. Мы успешно провели большие и важные мероприятия. Это съезд народа Чеченской Республики, выборы президента Российской Федерации, Кавказский инвестиционный форум, в котором приняли участие более 4000 делегатов. Нам удалось снизить безработицу до 5%, и это при стабильном приросте населения. В этом году он составил около 22 тысяч человек. Реализуется 80 региональных проектов. Чеченская Республика занимает движущее первое место по реализации нацпроектов среди всех субъектов России. В текущем году также реализовали 160 инвестиционных проектов и создали 1641 рабочее место. На стадии реализации 506 инвестпроектов, которые позволят создать 9385 рабочих мест. Идет активное строительство жилья. В этом году ввели более 2 300 000 квадратных метров нового жилья. Все это результат слаженной работы команды, основанной первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. 2025 год мы объявили годом города Грозного и района имени Владимира Владимировича Путина. Я уверен, что наши усилия преобразят столицу Чеченской Республики. Владимир Владимирович назвал Грозный современным российским чудом. Это отличная оценка и стимул для дальнейшего развития. В первую очередь Рамзан Кадыров интересовался проведенной работой и результатами по социально-экономическому развитию. Докладчиком выступил председатель правительства региона Магомед Даудов. Премьер-министр отметил, показатели роста наблюдаются по многим направлениям. Реализуется 20 государственных программ на 157 миллиардов рублей. Чеченская Республика в лидерах рейтинга по их реализации. Также дефицит бюджета на конец декабря сокращен на 5 миллиардов 500 миллионов рублей. Кроме того, в текущем году дополнительно привлечено более 12 миллиардов рублей. Все они направлены на выплаты участникам специальной военной операции, обеспечение жильем детей-сирот и строительство новых объектов. В сфере сельского хозяйства сбор зерновых культур увеличился на 6 тысяч тонн и составил 525 тысяч. По линии транспорта приобретено 77 автобусов и 300 единиц легковых автомобилей. Ведутся работы по масштабным объектам. Построено 11 мостов и 51 участок дорог протяженностью 240 километров. Завершено строительство транспортной развязки к новому району. Успехи достигнуты в сфере промышленности, строительства, ЖКХ и энергетики. Уважаемый Рамзан Ахматович, благодаря слаженной работе
представители команды первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова Далгазбат Кобалдольцин. Под вашим руководством, несмотря на все сложности, мы завершаем 2024 год с ростом основных показателей социально-экономического развития Чеченской Республики. Валовый региональный продукт составил 315 миллиардов рублей с ростом 104,7%. Объем отгруженных товаров вырос на 36,5%. Объем промышленного производства на 29%. Объем строительных работ на 72%. На 3% вырос объем производства продукции сельского хозяйства. На 6,4% оборот розничной торговли. Численность населения выросла на 21 800 человек и составила 1 569 000 человек. Средняя зарплата увеличилась на 11% и составила 40 580 рублей. В рамках реализации вашего поручения по снижению безработицы легализовано и создано более 12 000 рабочих мест. В результате принятых мер удалось снизить уровень безработицы с 8 до 5%. Благодаря принятым мерам все социально значимые обязательства бюджета в 2024 году будут исполнены. Правительством сформирован бюджет на 2025 год, рассчитанный с учетом индексации заработной платы, социальных выплат и коммунальных услуг. Особо хочу отметить, что впервые за последние 5 лет бюджет на очередной год принят со снижением уровня дефицита на 4 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2024 года составил 153 миллиарда 700 миллионов рублей с ростом на 27,4%. Реализовано 160 инвестиционных проектов на 6 миллиардов 400 миллионов рублей. В рамках модели экономического развития реализуется 5 прорывных проектов на 137 миллиардов рублей с созданием более 5000 рабочих мест. Значимым событием уходящего года стало проведение Международного Кавказского инвестиционного форума с участием свыше 4000 гостей из 52 стран. Начато строительство промышленного технопарка в области электроники. На базе завода «Чечен-Авто» налажен выпуск новых автомобилей «Джихад-машина» и уже переданы Народному фронту для отправки на СВО 200 спецмашин. Всего до конца года планируется выпустить 356 единиц. В сфере строительства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики улучшены жилищные условия более 1600 семей. Построено 42 объекта капитального строительства, благоустроено 34 общественных территорий на общую сумму более 10 миллиардов рублей. На 1 декабря введено 2 миллиона 320 тысяч квадратных метров жилья. В целях развития энергетики введена в эксплуатацию солнечная электростанция в городе Ачхой-Мартан мощностью 9 мегаватт. Завершается строительство башенной ГЭС мощностью 10 мегаватт и начато строительство Нахалойской ГЭС мощностью 23 мегаватта. В целях охраны окружающей среды проведены работы по капитальному ремонту и берегоукреплению 2 объектов. В сфере информационной политики проведено порядка 1000 мероприятий, организованы пресс-туры с участием отечественных и иностранных журналистов из более 20 стран мира. В рейтинге информационного освещения национальных проектов и стратегических инициатив Чеченская Республика занимает 1-е место среди субъектов страны. Переходя к достижениям в социальной сфере, Магомед Даудов поблагодарил заместителя председателя правительства региона Айшат Кадырову за плодотворную работу. Позитивные изменения произошли в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики, а также туризма. Хорошей новостью этого года также стало преобразование 3 населенных пунктов в города. Это Серноводск, Наурская и Шелковская. Трудоустроено 525 детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. 933 зачислены на обучение. Насыщенным выдался год истории и культурного наследия чеченского народа, объявленным главой региона. Было проведено более 2000 мероприятий. По линии образования завершено строительство 13 школ на 9860 мест и проведен капитальный ремонт 6 школ на 3000 мест. Введено 11 детских садов и завершено строительство 3 новых детских сада. Общая стоимость работ порядка 12 миллиардов рублей. В школы республики поставлено 32 автобуса. В сфере здравоохранения завершено строительство 7 объектов здравоохранения, приобретено 105 единиц автотранспорта, а также 1297 единиц оборудования на 600 миллионов рублей. Рамзан Ахматович, в соответствии с вашими поручениями, также ведется строительство 7 ФАПов в районах республики и центральной районной больницы в городе Ачхой-Мартан. По линии социального развития для ветеранов войны и труда завершено строительство пансионата на 230 мест
и строится корпус на 96 мест при реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья. Субсидии на увеличение жилищных условий получили 1518 инвалидов и ветеранов боевых действий. В сфере культуры переоснащены 4 библиотеки, 2 музея, драматический театр и 2 детские школы искусств. Завершается работа по строительству и капитальному ремонту 15 учреждений культуры. Город Грозный признан культурной столицей России 2025 года. Турпоток превысил 322 тысячи человек, темп роста составляет 23,5%. Чеченская республика вошла в число рекордсменов среди субъектов страны по приросту туристических поездок. Прирост составил 57%. Обеспечено проведение на высоком уровне выборов президента Российской Федерации и второго съезда народов Чеченской Республики. В рамках трудоустройства и оказания содействия в получении образования детям сотрудников правоохранительных органов хочу отдельно отметить работу первого заместителя руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики, министра Хадижат Рамзановны Кадыровой по организации на высоком уровне Года истории и культурного наследия чеченского народа. Наступающий год объявлен вами годом города Грозного и района имени Владимира Владимировича Путина. Правительством ведется работа по включению мероприятий по строительству объектов социальной сферы и инженерных коммуникаций нового района в действующие программы. Рейтинг оценки эффективности и деятельности высших должностных лиц субъектов и деятельности органов исполнительной власти – лидирующее место. Рейтинг регионов России с низким уровнем преступности – первое место. Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации – второе место. Рейтинг по объемам ввода жилья – третье место. Рейтинг по социальной дегазификации – третье место. Рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации – пятое место. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата – седьмое место. Рейтинг качества жизни населения – 11 место. На протяжении последних лет республика находится на первом месте по естественному приросту населения и занимает первое место по рождаемости среди субъектов России. Достигнутые успехи – результат совместной работы всех органов власти Чеченской Республики. Такие успехи – это результат прекрасно проделанной работы, рассказывает Рамзан Кадыров. Регион лидирует по всем показателям. Это не может не радовать, но важно не забавлять темпы. Мамад Игас, председатель правительства, волноваться, Балжу будет еще на Болдон, Бош, Халвот Иляц, Мамад Болдон. На самом деле, первый год, как никогда, самый лучший показатель, что год новый, обязательства я свой, начало года, Херибош, проблем, это благодаря, в первую очередь, заслуга Даудова и всей команды нашей, Сумасанашем Беркалдерис, Бог, Мелбурдон, Совор, футбол, Эзгрибош, Бомбас, рождаемость, Йокривой, за 20 тысяч, Хошарат, Экета, население, из-за мелкого юртью, Аттердобург, Бадастон, и дошел, что приехал, настрой боевой хализ, проблем 2000 год, 99 год, 95 год, 6 год, и sen helt norska problem stan då when Amadas där azrobal då bollen ja bandos så wabilen buchbandos då att då en grej då där размета då вы принимать действия då с уважением då так вы просьба что максимально då выполнять действия. О деятельности регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова доложил генеральный директор фонда имени шейха Заида Анвар Усманов. Помощь в улучшении жилищных условий оказана 207 семьям, из них выделено 107 квартир. Построено 83 жилых дома и отремонтировано 17 жилых помещений. Финансовую помощь на различные нужды получили более 150 тысяч жителей. Социальная поддержка оказана более 1 миллиону человек. Построено и отремонтировано более 30 тысяч социально значимого объекты образовательных организаций, лечебных учреждений, спорта, культуры, религиозные объекты, мечети, зиярты и медресе. Для нужд организации закуплено и передано более 6 тысяч единиц оборудования, служебного автотранспорта, инвентаря, учебно-методической литературы и другие.
течение года оказывалась всесторонняя помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также бойцам, принимающим участие в СВО. На сегодняшний день направлено более 26 тысяч тонн продовольствия для оснащения медучреждений, закуплено оборудование, инвентарь и медикаменты. İşseyget etvolar sonlar memek davay idotak tulsonaga fondi ve meknan amanus de archansani 1 milyard 419 рублей арчаишт гилчан мискчан остануждающийчан хушараш тақачин бол бутах қидон дено дошса на что да облса дойлдак белла чумандир да диабективал. Необходимо пристально следить за благополучием населения, обеспечивать достойные условия проживания, говорит Рамзан Кадыров. В предстоящем году нужно уделить особое внимание развитию бизнес-сферы и привлечению инвестиций. Также глава региона поручил руководителям более ответственно подходить к своим обязанностям. Почти 90 регионов в России. Nästan väisen dagen ödmjuk haus region jag dagen var ju matsabadstan. Особенно dagen hora dagen член команды dagen хашфуш аволч мета dagen ша is не hadal чуй dagen. Стягдан så då minister och så glava vård så председатель så det så är då vi daqi di då del что vi ومن حضر ودلش دوي دون ويتان حلق بعندش ماشي وين زربلاتا دوين لوش وين بوح بوي دون كلش دون دا صعبو كان تتلش دون دوكم غيت دون تلنا جات يقيت نجوت دون министр تتلر دون سو شام ببيز بابش واتايز دون سوالش министр ويداست تندل دون وي تدوش دو شر دون Årsrädd analog var idag, ja, det var bina var idag. Det årsstås idag var idag. Så det var businessmen, investor, малый средний бизнес idag, развивать еще något самое idag. Шаверик idag, ett церковь hållfudas idag. Det börs ihop att vi egentligen, первую очередь, все интерес halsjakt idag. 99% av allmänna dödsar dagen så hukar haus bastas dagen. Halsje interesse jakta dagen. Där sträitils dagen, ball baseball sträitils, she ball batsabutas dagen. She gen padrachik eller supadrachik dagen. Så she wow material är sha babis på ball. سون ولا وجود تلوانتو قيتشان وجود تلوانتو هون أبيهم دلعار هون قر يتوار إيزعار هون قر إدعار بوشة دونا تار دونا إز سنستوي مستحلق داس دون أستبع مسجد داس شعبال دون مسلم دون ستريتر دال داس دون حم تلوان تحتي شي حاجة كونكورس أبي فيتين دون شيء يور هيك دون ساتفيت ديشو شو ماتريال ميت آلداستون أس تلوان تحت سود حال آلداست دون تلوان يشوار دون شو يروار لد حتى رقيات تقول عاني رقيات سوا تلوان تحت دون أو شيء دون تلفون يش داش elementarno دون strojkjat se utagdas دون не только دون бизнес دون strojke uçva çevgi دون bagar muat beqan دون ağaç daqrulodaliti دون boşet yaveldir fuşavgi das دون ağaç daq doç savas hoçavgi دون sun hoçamelek voy fuşavgi das دون voy şadelgi دون voy mu oşket mu khalchena oşket der دون وماشي يوش دعتوا بتر ما بوش دون سما دل نجيرش يستون طعم بدول ما ده ويدون طعم وقعدون دعتوا جيرس دو دعك ماشي إنه يشغال نشيو دون ديش حجرش ماجكش دون شكول عافش دون يوداس دون طعم دين ريون دون عدول دلوا دين ريون دون نبروست ريون современный дон, развитый городашка, асан дон, сун выходал бин кхидам хидон, сунел дон, мама телефон доверия, да, дон, именно бизнесмен, дон, предприниматель, дайл номер дон, щен так девине дон, есть телефон тет, телефон тет дон, ханагос сун девине,
Hoğusu her bu ميرش بريماتي ديزاستون صوبيزي علي وقع علي تاند على وهذا استون ميرش بريماتي ديزاستون شاوي جدون داود بريك تعوب داود تيجيول دون بريتشين وصلني تنيازات تيجيول قسم عاوي داود هو أنا قسم دلت سون دقيق دلديز أول قناة داود يقناة داود إيش دمر تعبل دون شيء بيكبر تبم دون شيء دولم شيء خلما ديز دات سقوط دو يتسقوط دو يخوش دونه بقول شو الله يعبور اللي تساندستون هودني ميلو ستركتور دونه شبكة دونه تلفون يستون يعمل الرشاب ملتو ملتو هالويز دونه ناس قبر دعوي أغران دعوي دستون شيء يوتشو زسلوكش دون حلها يتش دونه ناخي دون تلفون شيتش دونه بول نو ألوت سيز دونه موجودة دات أسين شو دون تلفون توحق دون سراز تون مليون شو معايا يقن دون إز بيرد دو دعوة ترو دستون توان باشي دستون متاسو دون ديك دا آلو ترو دست تلفون تو هم يقع شو دون توان بعد ديك خير دوشن دستون حوسا دون شيء ليش نستعد على مثلا مگر دست دون نبود لربي آل دستون وتعرف بوش متكيش تعرف دون بيجي شو دون نلوج يل شو دون إذ ويجيح لي لوجي شو دستون دول هذا الحوار ما متصل دعوي عجيح بوش دعوي شو دون وداجي ويدون بريفجلاي مستدون ويدون 5% بزربوس وعيالنا على شي دون وي قمع يجي ويدستون هنز وي يقي بيتزو تشيستون проектою почти 10 тысяч дон рабочий метр дон در چو بخ لش خل بیش بوده است نخچه چواه تا پرابلمایت نخچه چواه دانه تا بروکراتی است نخچه چواه دانه شادری دیگدو نخچه چواه دانه وان اخش لجیت دیزل دانه. Также руководитель субъекта отметил хорошую работу мэров, их труд и внимание к мелочам. Важно работать в том же направлении. Позитивные преобразования в субъекте очевидны. Это было отмечено и президентом страны во время его визита в Грозный. God dan diktatoren is alhamdulillah dal hastan boy تدوش كي دكتاتور ديل دي راديو أدخل شو ما دستون شو المغاي منيستر شندون داوري يونشان مش خاطر دستون أش موت شو دمسكو على دادو دون تين دول دون أش موت سبوا بيشو دون داك كاج روبل دون يشتو دستون دون استيعاش دون منسباليتيتو دون ملا مال سريدني بيزنس رزواتي يزدون شو دون ديش نعطى ديش شيء عدل أحش دون استيل برسنت شدعساي دون شيء نيو كيسناي دون عطى بيزدس دون بغير شوي قشول دون ما الجورد دون جروزنا وأرجونا دون أورس مرتان دون حلاش دون بيش دون ريزلتات شوش قدر ميسكري بغير بيش قش بوداس دون دون تنزوي أشهر مرتان نوي دون شالكوس كره دون دوان دون خلص وداس دون ببولين دوكو بلغش بوداس دون وجه كتلوان شا دون وجه شي دون ستروك شي يقولين داس دون حالا دون تيجيناح دون يستدار ورداس هنز دون چنو گورد داوت تری دال مولا داس دون شاد دون تعاول دون شين ويشنگ دون نقبلوش شين ويشنگ دون تايدا دوش ويشنگ سا دوش وخن دوش دون والخ دبابي وي واشا دون فدرالني بجتي عويش عيني عروي دون هنسي وي موسر عياقن دولار داسر داس دون وي برنامج دو دقيقين دون واش سبوتنيكين دون وي بطع وشغال انيش دون يودون غالتايش دون سيتين كامبانيش سنبرت بين دون يو احش دون حدو يهردوه دون سوي احش دون حالوتون كميسي ايتون وبوال بناءج فيلاويس دون بودن دونش تبعنا دي بسديت دون دون غالتاين دون اشتغلش دون فيلاويل دون Оставленный меня посадить, да он людям деньги отдать, да он забрать в борцу, да он хорошо отправлю комиссию, да он что так долго до собачья, да он целый, да он заседание правительства ночью, да он я им, да он ой, чва, да он
Бимбо Буахтардон 200 тагвай там проверки вайдон и бин цабин аштон цатиш вай бабина цатиш бочдон вай танк хюш адон цавор салонати вор мячда вай вор вайдон ويدون دالت بابلن دونه شب هاش حالدن ووشقه هيجا دونه ويدونه بول داود بودستون چون دل سونشون مسانه دونه برکل دیره زلاله هوش دون وبینچ بالان دون پوتینس دون چود گور دون ويوال دون ويدون تعقيد نقدون حلبي انشين دون смотреть страшно с вертолета. Элье дон грозный дон, а инца чудо дон грозный дон. Цеяк накой город дон. Сам учо юахю дон, цангена он дон признать еш дон. Хилювый город даст дон. Инц дон, шавик хавич дон. Маленький Дубай юар бош, дитядуш на хауса юаш дон. Кэч пач халкире дон, на хабош дон. وی کنکورس که وی دان میرپریتش که دان ایندی بیسکاشر دان نه ها باش پاکستانی وقار دان یوروپی نه ها یاش دان وی دولچه دان وی ملشتو وی هنر عمدو هاوس اینترس نداشت دو دست دان از دیل غیتم بودان دیل غیتم دان وی تخلید وی دان دال بوگ دیش دان وی خلقان هلا اهاش وی خلق لام کوچ بعدان وی دال قداوی قدیر دو ويدا يسير دون تدوش دول كل شو دون مسألة دون بيركتي دول دادويش هو مش دايس داول دون إت إذا سو كنت دون تام تعوي دون هو دينا دون ناس فوتوش عاويش كورن ساق عمل داش دون هو دين تمشي بيش بدون последний недель дик продвижения юдас дон دون اش دون ويبان دوش دون مسألة تولد ادو كره دو جيرز تيخو اشل مشان يو اشل يام دون تعا دون سولداتسكي بايوكيو شو شي دارين شي دو شي موزوش دون شي تولد دون يا ملا هور كيرنا دون تا الچو دقوي شو تكنيكا دون تا الچو دايا شو الشادي ديشتك وي شادي وي دو ام دو داس دون دال كيس دون طولان باقن دون شي جنت بيرد بولو انتي وي بجري دون دال اتو بول مسيري دون. Далее приступили к вручению ведомственных и государственных наград. Указом главы Чеченской Республики орденом Кадырова наградили руководителя Управления Федеральной налоговой службы по региону Саида Тумхаджиева и заместителя министра финансов Чеченской Республики Сулеймана Джунаидова. Указом главы Чеченской Республики за достигнутые успехи в работе, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, и по итогам 2024 года награждаются орденом Кадырова Тумхаджиев Саид Бухарович, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике. Орденом Кадырова награждается Джунаидов Сулейман Сираждиевич, заместитель министра финансов Чеченской Республики. Медали памяти Ахмада Хаджи Кадырова за заслуги перед Чеченской Республикой, а также медалью защитника региона был удостоен ряд чиновников. Медалью памяти Ахмад Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, награждается Ибрагимов Иса Магомед Хабиевич, министр культуры Чеченской Республики. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждаются Кадыров Хамзат Зелимханович, секретарь Совета Безопасности Чеченской Республики. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Мацуев Висхан Зелимхаевич, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Чеченской Республики. Медалью защитнику Чеченской Республики награждается Висмурадов Абузаид Джандарович, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Почетным знаком за трудовое отличие также были награждены 3 человека. Почетным знаком за трудовое отличие награждается
Даудов Магомед Хожахмедович, председатель правительства Чеченской Республики. Тумхаджиев Иса Абубакарович, первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики. Почетным знаком за трудовое отличие награждается Кадырова Табарик Рамзановна, учредитель группы компании «Ирс Групп». Почетные звания заслуженного работника по различным сферам региона присвоили ряду чиновников. Присваивается почетное звание «Заслуженный экономист Чеченской Республики» Таймасханову Галасу Султановичу, руководителю администрации главы и правительства Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики» Кадыровой Айшат Рамзановне, заместителю председателя правительства Чеченской Республики. Садулаеву Ломали Шахмирзаевичу, первому заместителю директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики Чеченской Республики» Кадыровой Хадиже Рамзановне, первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министру Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики» Кадырову Ахмату Рамзановичу, министру Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чеченской Республики» Алханову Адаму Руслановичу, министру здравоохранения Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чеченской Республики» Кадыровой Хутмат Рамзановне, помощнику главы Чеченской Республики. Благодарственное письмо главы Чеченской Республики вручили министру по делам молодежи Рамзану Висмурадову. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждается Висмурадов Рамзан Абузайдович, министр Чеченской Республики по делам молодежи. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой, а также благодарственное письмо главы были вручены ряду официальных лиц. Указом главы Чеченской Республики за безупречную добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, и по итогам 2024 года награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Бухадиев Магомед Айбиевич, министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики. Абдулазизов Шарпуди Шерваниевич, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики. Жумаев Ломали Нажаевич, руководитель секретариата председателя правительства Чеченской Республики. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждаются Эдилов Валид Халидович, руководитель секретариата главы Чеченской Республики. Мациев Ильяс Эдильбекович, руководитель секретариата заместителя председателя правительства Чеченской Республики. Тагаев Султан Хумаидович, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр финансов Чеченской Республики. Даев Хошбау Дебуарович, министр образования и науки Чеченской Республики. Зайпулаев Муслим Магомед Ярагиевич, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чеченской Республики.
Баширов Усман Цакаевич, министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. Черхигов Идрис Рамзанович, майор полиции, начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Чеченской Республике. Дудаев Ахмед Махмудович, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Этот год был непростым, но очень продуктивным, подытожил руководитель региона и в завершении пожелал всем участникам успехов, а также поздравил с наступающим Новым годом. Медин Мударова, Садалием Пукаев, Садсерим Пукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». От лица телерадиокомпании «В войнах» выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Дай Всевышний Аллах вам сил пережить эту страшную трагедию. В селении Гелины Нажаюртовского района заложили фундамент по строительству спортивного зала. Это стало возможным благодаря вице-премьеру Айшат Кадыровой в рамках акции, которую она запустила в социальной сети, где предложила жителям республики сообщать о труднорешаемых проблемах. Это не первая оказанная ею помощь, многие уже получили ответы на свои обращения. Так, благодаря заместителю председателя правительства построен дом для нуждающихся, проложены качественные автомобильные дороги, оказана материальная помощь. Репортаж Рамзана Абуева с Высокогорья. Специалисты работают над основным элементом будущего здания – фундаментом. Процесс армирования завершен и в данный момент идет заливка бетона. На этом начальном этапе строительства задействованы 15 рабочих. Долгожданное возведение двухэтажного спортивного зала в селении Гелины Нажаюртовского муниципалитета стало возможным благодаря вице-премьеру Айшат Кадыровой. Еще летом она поделилась номером контактного телефона в социальных платформах, по которому жители могут обращаться с просьбами и замечаниями по вопросам, касающимся курируемых ею министерств. Местные ребята занимаются спортом в приспособленном гараже жилого дома братьев Гелимбаевых. Они тренируют детей по рукопашному бою и грэпплингу. И у них порядка 100 подопечных. Однако заниматься в этом помещении затруднительно, так как он не соответствует элементарным требованиям, делится один из тренеров. показатель шурю инзата обращение на торгуина хаюш пел спортзалю чого улках дакайдуша улках чого самого дала чого пахлупа уманах дал скулил да миллатчуна ишта обращение торгуина Айшат Рамзановна. Отсутствие условий не сказалось на результаты. В зале за 20 лет функционирования выросло множество чемпионов и мастеров спорта. Теперь ребята с нетерпением ждут новых, комфортных возможностей для занятий. Они уверены, что открытие спортзала только усилит их стремление к победам.
Возводится объект в центре села рядом со школой. Вместо 25 квадратных метров в гараже ребятам будет предоставлено 350 квадратных метров комфорта и удобства. Ожидается, что он будет готов уже весной 2025-го, и местные жители смогут воспользоваться всеми его преимуществами. Это еще один шаг навстречу к здоровому образу жизни и активному досугу. Спортивный зал станет значимым дополнением к инфраструктуре села, предоставив местным ребятам возможность заниматься физкультурой и спортом в современных условиях. Рамзан Абуев, Садмин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. В Духовном управлении мусульман состоялась встреча муфтия Чеченской Республики Сала Хаджи Межиева с заместителем командира 141-го специального моторизованного полка 46-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Лом Али Удаевым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия, пришли к соглашению о сотрудничестве, направленном на религиозное просвещение и развитие, а также патриотическое духовно-нравственное воспитание военнослужащих. Согласно подписанным документам о сотрудничестве, в дальнейшем стороны будут активно проводить совместные мероприятия. Республики чуок шолстаг эдля вол шолстаг береши цатер кахигер цакуксан кахигер сан ойлан сан кахигер сундер пачалки ларьер пачалки алшер иза масу агорду эдл аон харду эскер аон харду идеологический до масу агора пачалки ларьеш сахилчи وي باشالخي ماستري إيش ماسو أور كالخشن مو زي ما действий خليه شو. В Грозном состоялся последний этап ежемесячного турнира по шахматам в рамках Гран-при войнах. За игровыми столиками вновь встретились лучшие из лучших. Это дети, а также взрослые участники. Они победили в предыдущих этапах и сошлись друг с другом в битве интеллекта и эрудиции. В текущем году это последняя стадия, далее они сыграют в первом этапе Нового года. Каждая встреча нацелена, чтобы заинтересовать молодежь полезному времяпровождению, где можно развить свой ум и стратегическое мышление. Играют, можно сказать, костяк шахматистов. Это те, которые раньше играли, занимали призовые места. Но есть и новые шахматисты. Надеемся, что они тоже покажут хорошую игру. Календарь у нас очень насыщенный. Это турниры у нас здесь в Грозном, а в других районных центрах нашей республики выезды за пределы республики. Так что новый 2025 год шахматный обещает быть очень интересным. Подведены итоги благотворительной акции «За мир вместе». Об этом сообщил инициатор мероприятия, первый заместитель руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики, министр субъекта Хадижа Кадырова. По ее словам, 2 грузовые фуры, наполненные теплой одеждой и продуктами для бойцов, участвующих в специальной военной операции, уже отправлены в места назначения. Там они будут распределены на каждого защитника Отечества. В ГГНТУ прошел форум «Новое поколение преподавателей». Второй день мероприятия также был насыщен интересной программой, среди которых лекции, интерактивные игры, групповые работы, мастер-классы и доклады спикеров на актуальные темы. Перед участниками в формате видеоконференции также выступила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. В своей лекции «Педагог. Стратегический капитал государства» она отметила активность Грозненского нефтяного в инициативах Министерства образования и науки России и важную роль педагогов воспитания молодежи. Региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию по раздаче продуктов питания. Помощь была оказана малоимущим, остронуждающимся жителям региона, а также семьям участников специальной военной операции. Об акции добра в нашем следующем сюжете.
Очередная благотворительная акция прошла во всех районах республики от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Значительная помощь была оказана малоимущим и остро нуждающимся жителям региона, а также семьям участников специальной военной операции. Продуктовые наборы были розданы и в городе Аргуне. تعالى شادقنا حقي صوبا هيلوش دا قبل ساخل وزندير صادق ملات شو من تيري شو تيري يحش ده كندل ده ريس خل وزندير دا سا قبل دول أحمد حجي دا سا قبل дол ده ريس خل Рамзан Ахматович за то, что не забываете нас, всегда навещаете, даете нам возможность, чтобы мы могли поддержку большую делать. Баркал да рейс хл да са قبل дол. В рамках акции раздали 97 тысяч кур и 291 тысяч буханок хлеба, что стало важным вкладом в поддержку тех, кто нуждается в помощи. Акция собрала множество волонтеров и активистов, которые с энтузиазмом участвовали в распределении продуктов, создавая атмосферу заботы и единства. Далее акция прошла в Гудурмесском, Серноводском, Курчаловском районах. Жители не перестают благодарить руководство фонда в лице Аймани Несиевны и главы республики Рамзана Кадырова за постоянную поддержку. Фонд продолжает свою миссию по поддержке самых уязвимых слоев населения, подтверждая свою приверженность принципам благотворительности и социальной ответственности. Благодаря таким инициативам жители республики ощущают постоянную поддержку и внимание со стороны руководства региона, что особенно важно в непростые времена. Лимда Джамалдинова, Магомед Бараханов, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию в ДНР и ЛНР. Гуманитарный груз получили мусульманские общины и бойцы из Чеченской Республики, выполняющие воинский долг на территории проведения специальной военной операции. Переданы продукты питания, среди которых макаронные изделия, рис, мука, сахар, подсолнечное масло, индивидуальные аптечки, обувь и хозяйственные товары первой необходимости. Воспитанникам детского дома Шахтерска вручены новогодние подарки. Доставил благотворительный груз муфти Сала Хаджи Межиев. Богослов также побывал в расположении легендарного спецназа «Ахмат» на территории Курской области, ознакомился с бытом наших парней, пообщался с военнослужащими и командиром Апти Алаудиновым. Я ему вручаю сегодня высшую награду спецназа «Ахмат», орден спецназа «Ахмат». В свою очередь я хочу от сердца поблагодарить за столь высокую награду. Постараюсь быть достойным этой высокой награды, потому что шейх Шахид Ахмад Хаджи великим шейхом, алимом, героем России и ислама. Мы сегодня гордимся, что мы на его пути. И великим продолжателем его пути является наш дорогой брат, наш глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. От сердца хочу благодарить нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича. От сердца хочу поблагодарить нашего дорогого брата, боевого генерала Апти Ароновича. В ходе встречи Сала Хаджи Межиева с председателем Духовного управления мусульман ДНР Рашидом Хазратом Брагиным заключено соглашение о сотрудничестве. После он принял участие в подведении итогов конкурса среди местных медресе на жизнеописание посланника Творца. Призерам конкурса, а также всем его участникам он передал подарки и денежные призы от регионального общественного фонда. В ходе мероприятия указом главы ЛНР Леонида Пасечника муфти награжден орденом дружбы. Председатель Союза писателей Чеченской Республики Аламхад Ельсаев принял участие в торжественном собрании, посвященном столетию Союза писателей Ингушетии. Мероприятие стало важным событием в культурной жизни, собрало в Магасе представителей литературного сообщества со всех уголков страны. В
В ходе церемонии были вручены награды и благодарственные письма выдающимся ингушским писателям. Развлекательная программа включала национальный танец и известные песни. Аламхад Ельсаев подчеркнул значимость сохранения и приумножения культурного наследия через литературу и популяризацию чтения. Самое значимое – это общение между литераторами разных республик, особенно между чеченскими и ингушскими. Поэтому с удовольствием приняли приглашение, понимаем, какой несложный диалог может всегда между нами состояться, и понимаем, какой трудный путь эти 100 лет себя мешают, когда литераторы вместе со своими народами пережили все потрясения, выпавшие на долю этого народа. И мы очень надеемся, что в будущем отношения между нашими братскими союзами, литераторами будут только укрепляться. Это жизненно необходимо вообще для всех народов, населяющих одну страну, особенно нам. Республиканский центр тестирования ГТО покоряет вершины спорта. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов юбилейной 15-й национальной спортивной премии, одной из самых значимых наград в области здорового образа жизни, культуры и спорта. Чеченская республика заняла первое место в номинации «Комплекс ГТО. Путь к здоровью и успеху. Лучшая организация по внедрению всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Репортаж Медины Мударовой. Раз. 2, 3. Быстрая реакция, меткость и внимательность. Без этих качеств попасть в цель будет трудно. А занятия по стрельбе из лука с каждым годом набирают популярность в Чеченской Республике. Каждый выстрел – это результат сбалансированной работы мышц, внимания к деталям и абсолютного спокойствия. Спортсмены не просто целятся. Они сливаются с луком, мишенью и становятся частью единого целого. За обучением этому увлекательному виду спорта стоят годы упорного труда Зулиханы Алдамовой. Обязательно мы не забываем про технику. Да? Встали спокойно, ровно. Натянули лук. Натянули тетиву. 3-4 секунды держим. Обязательно. Всегда махисла. Что ж, это очень важно. Зулихан – вице-президент Федерации стрельбы из лука в регионе. Еще в школьные годы свое сердце она отдала спорту. Каждый шаг поддерживали родители. Девушка с отличием окончила магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Но настоящим призванием для нее стала стрельба из лука. Она не только достигла значительных высот в этом деле, но и посвятила себя обучению других. С 2015 года передает опыт ученикам. Мои ребята участвовали в 100-летии образования Тумакалинского района, потом в Курчалое, Бинойской весне, потом чемпионат Чеченской Республики у нас проходил. Мы хотим показать, что стрельба из лука – это национальный вид спорта, потому что если взять историю чеченского народа, там мы можем найти именно, что раньше наши чеченцы, наши предки, они занимались этим видом спорта. Мы хотим возродить этот вид спорта. Вот. И плюс еще стрельба из лука является сунной пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И очень важно, чтобы каждый желающий мог приходить и научиться стрелять из лука. Если раньше лучниками были преимущественно мужчины, то сейчас все больше девушек посвящают себя этому виду спорта. Я заметила, что в нашей Чеченской Республике не сильно развит этот спорт именно среди девушек и женщин. И мы с нашей командой решили разрушить этот стереотип. Этот вид спорта очень интересный. Тут никогда не будет скучно. Сейчас в группе 30 человек. Они регулярно участвуют в различных соревнованиях, не раз и занимали призовые места. На этом заслуги Зулиханы Алдамовой не закончились. Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности Зулихан Алданова. Зулихан Алдамова, село Шатой, Чеченская Республика, тренер по стрельбе из лука, вице-президент Федерации стрельбы из лука Чеченской Республики, единственная женщина в Чеченской Республике, удостоенная звания заслуженного работника физической культуры. Поздравляем вас! Награждение лауреатов юбилейной 15-й национальной спортивной премии состоялось в Москве. Это одно из самых значимых наград в области физической культуры и спорта, признается девушка. Я много лет в спорте, я очень люблю спорт, потому что спорт является частью меня. И у меня были разные награды, я выиграла в разных конкурсах, в номинации, но именно национальная спортивная премия, так как она является одной из главных наград в области спорта, для меня это была очень важная награда. И я, честно говоря, стремилась к этой награде. Вот. И
с помощью Всевышнего у меня получилось стать лауреатом такого престижного конкурса, как национальная спортивная премия в номинации «Лучший организатор в сельской местности». Кроме того, Чеченская Республика заняла первое место в престижной номинации комплекса ГТО «Путь к здоровью и успеху». Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурного спортивного комплекса. В торжественной церемонии принимала участие делегация из Чеченской Республики во главе с первым заместителем министра спорта Умаром Даудовым. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, от имени министра спорта Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Рамзановича Кадырова хочу выразить искреннюю благодарность за столь значимую награду для нас. Уверен, что благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, а также взаимодействию с Министерством спорта России, мы сможем развивать физическую культуру и спорт в нашем регионе. Ахмат Сила. Центр тестирования ГТО в Грозном принимает всех желающих выполнить нормативы. Сделать это могут и жители в возрасте от 6 до 70 лет. В 2023 году более 7500 человек приняли участие в выполнении нормативов, из которых почти 7000 получили знаки отличия. Мы являемся региональным оператором. Помимо того, что мы также являемся центром тестирования по городу Грозный, то есть мы принимаем население, которое желающее выполнить, попробовать себя в нормативах комплекса ГТО. Также мы являемся региональным оператором, то есть мы координируем работу муниципальных центров тестирования, мы оказываем методическую помощь, мы проводим мероприятия регионального уровня. Каждый год, конечно, мы пытаемся улучшить наши показатели, все равно есть куда расти. Структура комплекса ГТО состоит из 18 ступеней, включающих возрастные группы и нормативы по 3 уровням трудности. Обязательных 4 испытания и дополнительно надо выполнить 2 испытания. Обязательно это отжимание и пресс, поднимание туловища, прыжок в длину с места. И метание гранаты обязательное испытание уже. Я хочу призвать нашу молодежь, а также не молодежь, чтобы вели здоровый образ жизни, чтобы приходили сюда проверить себя, свои навыки, свою физическую форму. Так что мы всегда открыты. Центр проводит множество массовых акций, включая единый день ГТО и зарядку с чемпионом. Организует конкурсы для детей и способствует развитию физической культуры в образовательных учреждениях. А в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» министерством построены 24 малых ГТО площадок. Создать 20 специальных спорт и шоу. Чеченская Республика с каждым годом наполняет свою копилку побед на всероссийских и международных конкурсах. Это результат целенаправленной работы по развитию спорта в регионе. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Шамсудей Джабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В столичном детском реабилитационном центре прошла акция для детей с дополнительными потребностями здоровья. Для ребят актеры театра юных зрителей организовали спектакль. Им передали игрушки, которые помогут им в развитии мелкой моторики. Мероприятие от Министерства по делам молодежи направлено на поддержку и социализацию детей. В преддверии Нового года по поручению министра Чеченской Республики по делам молодежи работники министерства посетили детский реабилитационный центр с детьми ОВЗ. Как мы все видели, детишки очень довольны. Подарки останутся у центра, для дальнейшего развития они помогут. Такие мероприятия министерством проводятся часто. Хочется отметить, что региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова содействует нам, как всегда, в благотворительных акциях. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.